Юлия Гончарова, гимнастка из города Нерюнгри, занимается художественной гимнастикой с 4 лет и уже показала свое мастерство на различных соревнованиях. Так, на этом чемпионате она заняла первое место. Стоит отметить, что несмотря на юный возраст, Юлия знает все свои сильные и слабые стороны. Надо поработать с мячом и булавами, с предметами, чтобы их там хорошо выступить очень. На соревнованиях Дальневосточного федерального округа республику будут представлять 10 лучших гимнасток. Так, в дисциплине многоборья в зачет пойдут 3 лучших результата кандидатов в мастера спорта и 3 лучших результата по программе первого спортивного разряда. Мы надеемся, что вот эти соревнования дадут нам возможность отобрать сильнейших, чтобы мы достойно представили республику на дальневосточном первенстве. Хорошо сейчас себя проявили гимнастки из Нерюнгри, и из Якутска. Также у нас 4 гимнастки тренируются в Москве, в центре Винер. И они тоже, конечно, будут представлять нашу республику в Хабаровске, где будет проходить первенство Дальнего Востока. Всего на данный момент количество спортсменок по художественной гимнастике составляет более 1000 человек. В целях увеличения популярности данного вида спорта перед федерацией стоит задача поднять численность гимнасток до 2000 человек в 2023 году. В 2022 году наконец-то наш вид спорта восполнил все свои потери по численности спортсменов, которые у нас были из-за пандемии. Сейчас мы на декабрь месяц численность спортсменов художественной гимнастики по республике Саха-Якутия составила 1200 человек, чему мы безумно рады. И в 2023 году за счет нашей деятельности, которую будет федерация продолжать, будем привлекать дополнительно районы республики, охватывать своим видом спорта. По итогам соревнований в многоборье по возрастной категории 10-12 лет первое место заняла Юлия Гончарова, а в возрастной категории 13-15 лет первое место завоевала Елизавета Фадеева. Галина Чекурова, Виктор Дьячковский, Якутск.